尊敬的普京总统先生，我的老朋友， Мой давний друг, 很高兴 я 在北京 очень 再 рад 次 вновь вас 和你 видеть 见面。 в Пекине. 我们 Мы с вами 刚刚共同出席了上 буквально 海 вчера 合作 вместе 天津峰会 участвовали в саммите ШОС в Тяньдине, 明天我们 а 还将 завтра будем с 我还 вами, 将同总统先生以及来 господин 自五大 президент, а 洲 также 的 с 各国领导 главами 人、国 стран, 际组织代表 представителями 受邀 международных 嘉宾 организаций и 一 почетными 道 гостями 隆重纪 из 念 5 континентов, 中国人民 торжественно 抗日战争 отмечать 80-летие 替世界 победы китайского 反法西 народа 战 в 争 войне 胜利 сопротивления 80 японским 周年 захватчикам и победы мировой антифашистской войне. 从59到 От 9 93， мая до 3 сентября 我们相互出 мы 席 взаимно присутствуем 对方 на 国家举办的 торжествах 纪念 по 世 случаю 界 победы 反 в 法西 мировой 战争胜利 антифашистской 庆 войне друг у друга. 这已经成为 Это 两 уже 国关 стало 系的 доброй 良好 традицией 传统， двусторонних отношений, 充分彰 а 显了 также 中俄作 убедительно 为 демонстрирует 第二次世 великую 界大战主要 ответственность 战胜 Китая и 国 России как 和 основных 联合国安理会常任 стран-победительниц 理事 во 国 Второй 的 мировой 大国 войне 担 и 当， постоянных членов Совбеза ООН, 展示了 и 双 показывает 方维护 твердую 二战胜利 решимость 成果 двух стран в отстаивании Хамли итогов Чунче Второй Арда мировой Шигуанда и ее историческую Ченджи правдой. Китайско-российские Гонгло отношения выдержали Циншоу испытания Зула, международной Гонгло конъюнктурой Гонгло и служат Шулила образцом межгосударственных Юмжоу отношений, вечного Чжэньян добрососедства, Чжэньцзо, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша. В последние годы под нашим руководством Китай и Россия в духе первоначальных целей и с решимостью добиваются плодотворных результатов в разведывательном сотрудничестве. Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления. Спасибо. 好，谢谢。 Уважаемый господин председатель, дорогой друг, и я, и вся российская делегация, мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. А завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в которых мы вместе примем участие. И вы только что сказали, что может быть и дождь, но я уверен, что это не омрачит нашего праздничного настроения, а китайские вооруженные силы с присущим им обычным блеском проведут это праздничное торжественное мероприятие. И наше решение, как и 10 лет назад, в 2015 году, совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы, имеет особое значение. Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним, это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем. Помним наше взаимодействие и в 30-е годы, и в 1945 году.
память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху. Мы были всегда вместе тогда, мы остаемся вместе и сейчас. Благодарим вас за приглашение и уверен, что и наши консультации по текущим вопросам, по перспективным планам пройдут на самом высоком уровне. Спасибо большое.